Согласно преданиям, тюркоязычные предки башкир пришли на Южный Урал, следуя за вожаком волчьей стаи. Так возник их этноним. Башкорт на агузских наречиях значит «главный волк». Они вобрали в свой состав племена финно-угорского и сармато-аланского происхождения. Впоследствии пополнились кыпчаками, а также кочевниками Золотой Орды. К эпохе позднего Средневековья в составе башкир насчитывалось около 50 клановых подразделений, обитавших на обширной территории исторической Башкирии, от Волги до Тобола. В нашей программе мы расскажем об одном из них. Селения башкир рода Мурзалар или Мурзаларской волости, как они фиксировались в русскоязычных документах 17-19 веков, расположены на территории современного Салаватского района Республики Башкортостан, который прочно ассоциируется с родиной Салавата Юлаева. Однако национальный герой относился к другому башкирскому подразделению – Кудей. Дело в том, что на территории Салаватского района располагались вотчинные земли нескольких башкирских властей, и Кудейская была лишь одной из нескольких. Вот карта расселения башкирских родов. На ней видно, что территорию современного Салаватского района делили между собой такие подразделения, как Тубеляс на юго-восточной окраине последнего, Тырнаклы, чьи селения находятся по обоим берегам реки Ай в Салаватском и Кигинском районах, Шайтан-Кудей, представители которого обитают на левом берегу Юрюзани, Каратавлы, расположенный выше по течению реки и чей центральный аул превратился в райцентр Малаяс, наконец, Мурзалар, селения которого располагаются по обоим ее берегам в центральной и западной частях муниципалитета. Курорт Янгантау, а с недавних пор геокурорт, расположен на территории бывшей Мурзаларской волости. Вся территория Салаватского района в 2017 году включена в новоучрежденный геопарк Янгантау. Геопарк – это территория устойчивого развития. Многие ошибочно предполагают, что геопарк – это такое ООПТ, особо охраняемая природная территория, где запрещена любая деятельность, что-то связано с охраной геологического наследия. На самом деле под словом геопарк нужно понимать более обширное явление, потому что слово гео – это земля. Земля в том виде, какой она есть. То есть это история, это ее ландшафты, биология. И, конечно, говорить о земле без народа, который населяет, попросту невозможно. Поэтому часть задач наших, как геопарка, является сохранение природных ресурсов, сохранение истории, культуры, фольклора и, конечно же, традиций народа, который ее населяет. По своему географическому положению, ландшафту и историко-культурному наследию территория Салаватского района действительно представляет собой уникальное явление, чего стоят только наскальные изображения или писаница периода позднего палеолита, а также медного и бронзового веков, обнаруженные вдоль течения реки Юрюзань. В Идрисовской пещере в свое время были обнаружены 9 изображений антропоморфных фигур, к сожалению, на данный момент почти уничтоженных рукой современного человека. Мы ведем переговоры с соответствующими учреждениями, которые могут заниматься консервацией подобных памятников. Это очень щепетильный процесс, не каждый способен на такое. И в том числе у нас ведется работа по договоренности по очистке, например, Идрисовской пещеры, которая сильно пострадала от вандальских граффити. Под этими граффити расположены те самые древние сокровища. И вполне возможно, что работа в дальнейшем принесет свои плоды, и мы восстановим некоторые, собственно, эти рисунки. За пределами Идрисовской пещеры на близлежащих скалах сохранились писаницы, антропоморфные и зооморфные фигуры, а также неопределенные знаки в разной степени сохранности. Поэтому задачей геопарка Янгантау является не только привлечение туристических потоков, но в первую очередь сохранение природного
и культурного богатства региона. Большая часть Салаватского района – это территория рода Мурзалар. И большая часть наших сотрудников, они являются, так скажем, представителями данного рода, в том числе и я. На самом деле у нас есть успехи в разных отраслях. Да? Наверное, главным успехом для себя, как местного жителя, да, я хочу подчеркнуть, что это переформатирование сознания немножко. Мы меняем свое сознание, мы видим, как меняются люди, они гордятся своим краем, да? И теперь они, допустим, грубо говоря, никому не позволят бросить окурок мимо урны. Они сделают замечание, потому что они гордятся тем, что они живут на земле Салават-Юлаю, что они живут на территории Салаватского района и живут на территории геопарка Янгантау, который признан ЮНЕСКО. Они видят, каких успехов добился геопарк Янгантау, а это, допустим, в том числе, если брать чисто экономику, то это трехкратный прирост туризма в районе 2017 года, это, соответственно, живые деньги в том числе. Центральная часть Салаватского района, окруженная со всех сторон горными хребтами, представляла собой естественную крепость, обильную водой, лесами и лугами. Не случайно со времен палеолита она влекла к себе людей. Относимые к более поздним периодам истории, здесь находят артефакты, выполненные в скифском зверином стиле – мечи и кинжалы сарматского типа. Особой достопримечательностью данной территории и геопарка являются лагеревские и ишимбаевские курганы, а также Турналинское городище, имеющие уже непосредственное отношение к современным башкирам. Все три объекта получили свои названия по одноименным селам Салаватского района. Вообще говоря о курганных могильниках, всего их несколько на территории нашего района, но самые яркие – это лагеревские и ишимбайские. Они примерно существовали в одно и то же время, то есть их, собственно, сложили эти курганы примерно в одно и то же время. Это раннее Средневековье, начиная с 7 по 11 века примерно нашей эры. И в чем же их главное значение? Значение в том, что в них во время раскопок были обнаружены те артефакты, которые дали просто на самом деле полное представление о той эпохе, о том населении, об их материальной культуре. Одной из самых ценных находок является шлем, единственный в своем роде по отличной сохранности, и другие элементы амуниции воина раннего Средневековья. На основе этих элементов в геопарке Янгантау занялись исторической реконструкцией. Собственно, на лагеревских курганах, на основе вот этих находок, мы решили воссоздать костюм так называемых ранних кочевников Башкортостана 9-12 века. Антропологически они были очень близки современным башкирам и башкирам нашего района. Поэтому мы решили, что это так называемые ранние башкиры. Что входит в костюм этот? Да? Костюм общий, аналоги имеет у ранних тюрков, у хазар, элита венгров, да, конечно, тоже его носила, так, похожий на этот костюм. Но находки, ближайшие к нему, допустим, к тому же лагеревскому шлему, находят у ранних хазар, у ранних тюрков Южной Сибири. Поэтому мы считаем, что это какие-то тюрки сюда пришли. Что он включает? В первую очередь это кафтан, обязательно, да, вот поддоспешник, так скажем, кафтан. Сапоги и чиги кожаные. Сам доспех – это ламинярный доспех, который был распространен от Европы до Японии, по всей Евразии практически. Это железные пластинки, связанные кожаными ремешками. Так называемый доспех, который обеспечивал войну с лошади. То есть маневренный был, очень мобильный воин в нем был. Аналог европейским рыцарям, но более мобильный. Включает он в себя верхний доспех и юбку, так называемую, полуюбку, да, которую ноги защищал. Помимо этого есть наручи, железные наручи, которые защищали руки от ударов, и наколенники, которые ноги защищали при ударе. Вот эти находки, ламинярный доспех, шлем, были найдены вот как раз у нас в лагеревских курганах. Помимо этого был найден клевец, чекан или топор. Топор, кстати, считается, что хазары распространили Урала по Волжье. И находки такого типа находят и у славян,
и у финно-угорских народов, и у булгар, и у башкир. Собственно, вот в Башкирии, да, вот в раннем Средневековье находят. Кроме этого еще есть сабля. Ну, сабля, она так условно называется, на самом деле это палаш, переходный вариант от ранних мечей, обоюстренных прямых, к закругленным саблям уже среднего времени Средневековья, так скажем, времен Золотой Орды. Ну, естественно, и лук. Сам лук не сохранился, остались костяные накладки на лук и наконечники стрел, железные и костяные. Помимо этого, накладки на ремень. То есть ремешки были, что показывало статус воина. Чем у тебя больше, богаче пояс, мужчины, вот они в основном по поясам, как бы показывали, что они такие статусные, и тем у тебя был выше статус. И вот на остатки этого пояса, так называемого, да, с кускарами, это вот в Башкирии были вот распространены в Средневековье, как раз таки мы тоже воссоздали. Любопытно, что шлем лагеревский практически имеет 90% сохранности. Редко тогда находят шлема такого типа. Он создан из 4 пластин, которые склепаны между собой. Поэтому он достаточно крепкий, его тяжело было разбить. И шея защищает бармицы. Вот у степных евразийских кочевников как раз таки были такие шлема в то время. Поэтому по нему даже вот если вы зайдете где-нибудь в исторические магазины, да, реконструкции, сейчас по лагеревскому шлему реконструируют уже шлемы вот евразийских кочевников. То есть это как бы пример для них. Турналинское городище, расположенное близ села Турналы Салаватского района на берегу реки Ай, также было открыто выдающимся археологом Ниязом Мажитовым. Название «Турналинское городище» — это научное обозначение объекта. Местное башкирское население всегда его называло Калатау, то есть гора-крепость. Турналинское городище – один из немногих на территории нашего региона памятник эпохи Золотой Орды, именно укрепленное городище. Обычно находят поселенческие памятники, либо другие случайные находки. Вокруг значения этого памятника, вокруг его функционального вообще предназначения ведется научная дискуссия, начиная с открытия. Есть предположение, что это зимнее поселение чиаликской культуры, да, ранних башкир. Есть предположение, что это связано с тем, что данный мыс, на котором находится, являлся укрепленным усадьбой феодала какого-то с тех времен. Визитной карточкой геопарка Янгантау и всего Салаватского района является место рождения национального героя Башкортостана Салавата Юлаева на самой границе с Челябинской областью, там, где в XVIII веке находился аул кудейских башкир Текеева, сожженный карателями. На частные пожертвования здесь был возведен кинотаф, то есть символическая могила, учитывая, что местонахождение останков Батыра неизвестно. Это архивные съемки. На этом месте сейчас ведется строительство нового мемориального комплекса. К слову сказать, ядро войска Салавата Юлаева составляли не только его родичи-кудейцы, но также башкиры соседних кланов Мурзалар, Айле, Тырнаклы, Тубеляс, Сарт, Дуван, Кушчи, Упей. Эксперты ЮНЕСКО подтвердили, что наша модель геопарка Янгантау, она является хорошей, она жизнеспособна, и местное население действительно получает какую-то выгоду от того создания геопарка. Основное отличие от заповедника и заказника то, что мы не запрещаем никакую экономическую деятельность местного населения. Местного населения, отсюда подчеркиваем. То есть мы не запрещаем заниматься там сельским хозяйством, мы наоборот это поощряем. Мы поощряем и пропагандируем возрождение ремесел национальных, которые использовались испокон веков на этой земле. Да? Наша задача не стоит в зарабатывании денег как геопарка. Наша задача стоит в том, чтобы люди, населяющие геопарк, чтобы местное население, кооперативы различные, просто частники могли зарабатывать деньги путем туризма, организации туризма, какой-то продажи каких-то сувенирной продукции или же оказания каких-то услуг, связанных с туризмом. По имеющимся архивным источникам, самым старинным аулом мурзаларских башкир является село Мечетлино или Мурзалар-Мечетлино. Само название населенного пункта
несет информацию о том, что с давних времен здесь имелась мечеть. В 1956 году ее здание было разобрано на стройматериал для школы, однако по завершении эпохи воинствующего атеизма все вернулось на круги своя. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Село Мечетлино раньше называлось Мурзаларское Мечетлино, Мурзаларский, по имени волости, который состояла из 52 селений, и был как духовным и административным центром всей этой волости. Вот такой мечеть был. По детской памяти я нарисовал эту мечеть. Первый этаж медресе было. И вот здесь по архивным материалам все служители этой мечети я выделил, так сказать. А верхний этаж был этаж молельный. Мечеть носит имя своего последнего муэдзина Акмалиддина Хисамиддинова, ставшего жертвой сталинских репрессий в роковом 1937 году. Когда я приехал сюда, на пенсию вышел, я в уфимских клиниках работал, я врач-анестезиолог, реаниматолог по профессии. Когда приехал сюда, решил этот несправедливость исправить. Это здание было домом культуры, заброшенным домом культуры. И решили мы на сходе граждан, этот дом культуры, половину разобрать и с этого, мечеть построить. И построили. С детства мои родители, мой отец был тоже духовным человеком, они твердили, что все время, дети нормальным, хорошим, мыслями живите, потому что ваши мысли, все записывается в Божьей тетради. Ляухель Махфуз, в Коране написано это, Божья тетрадь, который все информацию собирает, это информационное поле Земли. В селе есть фольклорный коллектив, всегда готовый продемонстрировать перед туристами образцы народного творчества, представляющие собой этническую экзотику. Ниже по течению Юрюзани расположено село Аркаулово, знаменитое своими уроженцами. Здесь родились участник башкирского национального движения, член башкирского правительства, впоследствии нарком земледелия Башкирской АССР Шакир Тухватуллин, репрессированный в 1937 году. В Аркаулово жил уроженец близлежащей Мурзаларской деревни Яубулак, герой Советского Союза Абдрахман Гайфуллин, погибший в 1945 году. Аркауловцы гордятся своим земляком-борцом, основателем Челябинской школы дзюдо, мастером спорта Харисом Юсуповым. Но, пожалуй, самым знаменитым уроженцем села является поэт Рами Гарипов. Рами Ягафар улы Гарипов Башкортостандың халық шағиры 1932 жылдың 12 февралында Салауат районы Аркаул ауылында Мырзалар ыруында Гүлмәрия Минәй һәм Ягафар гаиләһендә дөньяга килгән. 7 класты Рами Гарипов Аркаул мәктәбендә тамамлай, унан һәң инде Өфөгә 9 һанлы интернат мәктәпкә укырга бара.
Бұл интернат мәктәптә оқыған елдарында өзінің бик көп шиғырдарын яза, тәуге шиғыры газетала басылып сыға, һәм Хуңынан интернат мәктәпте тамамлағандан һуң ул Мәскәүгә Максим Горький исемендәге әдәби институтка укырга бара. Вернувшись по окончании института на родину, Рами Гарипов не прерывал связи с родными краями, напитываясь их духом. В удушливой атмосфере 70-х годов прошлого века одна его фраза «Башкир, не склонявший голову перед царями, не склонится ни перед кем» прозвучала как вызов национальной политике государства. Рами Гариповтың бик күп китаптары сықты битенде, күбрәге Кызганычка каршы үгеде үлгәндән һуң сықты. Ул бик яхшы тәрҗемәсе була. Пушкин, Лермонтов, Блок, Есенин шигырьләрен тәрҗемә итә. Бигрәк тә отыш тәрҗемә ул Амар Хаямдың Рабагыйдары. Кызганычка каршы Рами Гарипов безнең аранан бик тиз китеп бара. 77 елда ул безнең аранан китә, әмма ләкин уның шигырьләре, йырлары безнең күңелдәрдә яшәй һәм яшәячәк. Үлгәндән һуң уга кызганычка каршы Башкортстандың халык шагыйре дигән бөек исем бирелә. Ысынлап та ул халык шагыйре, чөнки халык күңеленнән алып, халык күңеленә үтеп инерлек үзенең шигырьләрен язып калдыра. Во время нашего пребывания в Салаватском районе в пресс-центре курорта Янгантау состоялась конференция, посвященная истории и происхождению рода Мурзалар. Последний вопрос наиболее загадочный. В исторической и краеведческой литературе выдвигалось несколько версий его происхождения. За неимением надежных источников они, как правило, строились на попытках объяснения этнонима Мурзалар. Эмирзаде, по сути, сын эмира, Мурза, вот титул этот, ордынский, постордынский, обозначал среднюю аристократию в ордынских государствах. У нагайцев были мурзы, в Казанском ханстве, в Сибирском, в Астраханском, Крымском, везде были мурзы. То есть это титул такой был, который связан с какой-то ордынской элитой. Вот. А вообще это иранский титул изначально, Эмирзаде, да, сын эмира. Но в наших этногенетических преданиях у нас был какой-то общий предок, которого звали Мырзабек. Да? Мырзабек – это предок мурзаларцев. Этноним Мурзалар, Мырзалар, состоит из титула Мурза, Амирзаде, сын эмира, и тюркского показателя множественности лар. Следовательно, Мурзалар значит Мурзы. Однако предполагаемая принадлежность предков мурзаларцев к служилому классу Золотой Орды или постордынских образований мало что дает для понимания их происхождения, поскольку параллелей этнониму Мурзалар нет в родоплеменной структуре других тюркских народов, приходится прибегать к иной методологии. И здесь может быть полезно новое направление, ныне активно используемое в науке – геногеография или этногеномика. Были предположения, что мурзаларцы выходцы из степей позднеордынского или там предордынского времени. Оно, скорее всего, не совпадает. Они являются в первую очередь связаны с какими-то североевропейскими народами, скорее всего, германоязычными в древнее время, которые попали в раннее Средневековье здесь, в Урало-Поволжье, в частности, при Урале. Данный вывод следует из того, что доминирующей гаплогруппой мурзаларцев, то есть генетическим маркером, передающимся по мужской линии или Y-хромосоме, является I1, характерный для народов Скандинавии и Северной Европы. У нас есть 5 кланов, которые в большинстве имеют североевропейское происхождение. Это гиреи, тоже из линии I1, но родственные нам, другой немножко линии. Кыргызы, родственные гиреям, и ганинцы, R1B, У-152. Все эти племена вкупе с мурзаларцами и терноклинцами относятся к каким-то европейским выходцам из Европы. Вот. И, то есть у башкир где-то 10-15% европейцев по Y-хромосоме есть. В целом же исследования показали генетическую связь между башкирскими родами северо-западной части исторической Башкирии и башкирами северо-востока. Те же вот гиреи киргизы, да, они по сути нам какие-то отдаленные братья выходят. Ближе них никого нету. Да, у нас предки жил там, может, и 2000 лет назад, но в ближайшем Урало-Поволжье, да, окружении, ближе нас нет никого.
То есть мы вот какие-то выходцы одной волны, скорее всего. И с нами еще и ганицы, в частности, скорее всего, с нами вместе и пришли. Потом северо-западные рода типа Еней, они этногенетически, у них самые близкие, это челябинские башкиры. То есть терсяки, если не ошибаюсь. Вот они самые близкие. Где Челябинская область, да, где Еней, который северо-восток Татарстана, северо-запад Башкортостана. Это вообще очень далеко находится. Ну и, конечно, унларцы, эректинцы, балыкчинцы, таныбцы – это все прямые потомки северо-восточных, точнее восточных башкир Северо-Востока и Челябинской области. Они имеют связи в большей степени с табынским племенным образованием. Но табы – это линия R1A Z2123, суплат У5977. Это, в частности, табынцы, катайцы, кудейцы и алинцы, то есть северо-восточные башкиры. К селениям башкир рода Мурзалар относятся следующие населенные пункты Салаватского района Республики Башкортостан: Мусятово, Ильтаево, Мечетлино, Кусипеево, Яубуляково, Бешевлярово, Аркаулово, Куселярово, Идельбаево 1 и Идельбаево 2, а также Ташаулово. Помню, какой фурор в социальных сетях вызвало известие о генетической связи мурзаларцев и гирейцев со скандинавами. Тут же возникла версия о миграции на Южный Урал в период раннего Средневековья отряда викингов или, по другой версии, готов Крыма, давших начало указанным подразделениям башкир. Так это или не так, покажут дальнейшие исследования. В своей программе мы лишь хотели показать красивую землю, уникальные артефакты, интересных людей, увлеченных своей работой. И, надеюсь, нам это удалось.